Еще быстрее. 3 человека. О чем думаем? Раз лорд Маккартни приезжал, с какой страны он? Еще? Молодцы. Так, Даниэл, молодец. Еще 3 вопроса. Обратите внимание на вопрос. Не заключала. Еще быстрее, ребят. Адиша, не расстраивайся, я вижу, что ты вылетела. Ага. 11 человек в Германии, молодцы. Хороший результат. Кто на первом месте? Аян, молодец. И последние 2 вопроса. Это до опиумных войн. В каком единственном месте была разрешена торговля с иностранцами в Китае? Очень легкий вопрос. Если были внимательны на прошлом уроке, это очень легкий вопрос. Порт. Представленный порт здесь. Быстрее, 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 быстрее ждем. За 50 секунд. Слабо? Так, больше никого не ждем? 2 человека вылетело, 15 человек, да, я жду ответ. Еще 3 человека тогда. Кто еще? Кто держит нас? Так, Гуанчжоу. Большая часть класса знает. Хорошо. Будьте внимательны, те 3, которые ошиблись. Так, кто у нас? Так, Аян пока держит. Хорошо. Кто написал гневное письмо королеве Виктории с требованием прекратить ввоз опиума в Китай? Будьте внимательны. Пошли имена китайские. Распознавание исторических личностей. Ребят, быстрее. 50 секунд. Давайте за 50 секунд. Еще кого ждем? Еще 2 человека. 5 секунд. Выбираем. Ребят, еще. Так. Здесь на внимательность, ребята. Линь Цзэсюй был чиновником, который как раз писал это письмо. Все остальные – это императоры и реформаторы. Так, Дильнас выбралась. Готовы к последнему? Будьте внимательны, здесь знание географии. Можете вслух сказать, если знаете. Быстрее. Мало, скорость маленькая. Здесь очень мало времени. Так, конец игры. Ну, посмотрим. Так, 3-е место Алишер. Дильнас Мубарак тоже на 1-м, интересно. О, Нурай по количеству ответов правильных, Нурай. Хорошо. Так, теперь запомнили, Нурай, Алишер и Дильнас будут командирами первых 3 команд. Кто на 4-м, мы посмотрим. Сейчас пока переключаемся. Ребят, видели свои ошибки, да? Да, видели. Да. Хорошо. Сейчас переключаемся. Так, значит, есть недочеты в Китае, нам нужно будет проработать это отдельно. Это мы сделаем на дополнительном уроке. Сейчас я прошу вас переключиться на картинку слайда. Обратите внимание, то, что мы с вами начинаем новый раздел. Китай и Восток мы с вами закончили. Попробуйте догадаться, о чем пойдет речь, в каких событиях,
Что изображено на картине и что нам известно уже? Революция. Революция, согласна. Здесь действительно похоже революция. По какому признаку вы определили, что здесь революция? Большое скопление Флаг. людей. Хорошо, отлично. Винты. Как вы думаете, а что толкает людей на революцию? Устаревшая форма управления. Ужасное Хорошо. отношение Ужасное обращение к народу. Ужасное обращение к народу. Несогласие. Хорошо, несогласие с чем-то, да, несогласие. Возможно, это какие-то социальные проблемы. Хорошо. Обратите внимание, то, что мы с вами теперь будем изучать Европу. И наша тема урока сегодня – какие политические идеи оказало влияние на революцию в 1848 году в Европе. Сегодняшнюю дату и тему записать. Пока вы записываете, я продолжаю спрашивать. Мы уже революцию с вами проходили? Микрофоны держите открытыми, пишите. Проходили. Где проходили? В какой стране проходили? Смотрели? Франция. Франция, хорошо. Еще? Ну, самая первая, наверное, английская. Английская буржуазная революция, хорошо. А в Америке? Да, еще. Да, буржуазная, да, независимость получили они, Да. Америки. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, что такое движущие силы революции? Вот прежде чем Основные начать. люди. Это те которые- люди, которые как раз поднимают, да, эту революцию. Хорошо. Обратите внимание на цели обучения. Итак, мы сегодня в ходе урока должны будем с вами разобрать причины буржуазных революций в Западной Европе и Северной Америке, сравнить. И самая главная цель – это сегодня понять, что такое либерализм, консерватизм, социализм, марксизм, национализм, для того, чтобы объяснить те исторические события, которые мы будем проходить. Итак, давайте-ка вспомним, какие-то понятия из целей обучения уже вам знакомы, например, консерватизм. Если нет, нет, мы идем дальше обучать, как бы объяснять. Если да, да, то мы говорим, предполагаем, что это такое. Ну, консерваторы – это люди, которые не хотят перемен, не Так. хотят изменений. Хорошо, молодец. Консерватизм от латинского conservio, действительно сохранить традиции. То есть это люди, которые не хотели реформ, не хотели перемен, они за сохранение старых традиций, в том числе и политических событий, то есть не хотели менять политический режим. Перед вами, ребята, понятие, которое вы сейчас записаны у вас на слайде, это прежде всего политическая идея. Политическая идея – это именно тот взгляд событий и устройства государственной власти, которую хотели революционеры. То есть так или иначе, та или иная группа людей, социальная прослойка, хотела бы, например, перемен, и нам нужно разобраться, что заключается в основных этих понятиях. Наши сегодняшние термины – консерватизм, демократия, всеобщее мужское избирательное право, либерализм, свобода печати – свобода вероисповедания, национализм, национальное государство, социализм, социальное равенство. Какие-то понятия все равно вам знакомы. Давайте разбирать, что знакомо, что нет. Либерализм. Хорошо. Либерализм, даем определение. Это политическая идея, которая что? Которая заключена в стремлении к свободе человека Правильно. Здесь самое главное слово liberal, английское слово свобода. И они будут здесь за свободу слова, свободу печати, сохрана частной собственности. Хорошо. Демократия знакома вам или нет? Да. Хорошо. Демократия, у нас с вами демократическое общество. Что это означает? У нас нет демократии. Это когда народ выбирает своего правителя. Правильно. Главным инструментом демократии является как раз выборы. И в это всеобщее мужское избирательное право сначала принадлежало, вот эти права выбирать и избирать высшие должности, сначала принадлежало только мужчинам старше 30 лет. Сейчас это уже повсеместно для всех с 18-летнего возраста. Свобода печати – это свобода слова, в принципе, но уже в печатном издании. Свобода вероисповедания – это выбор религии. Национализм, как мы понимаем? Уважение к своей стране иметь и отрицать другие нации.
Так, это нацизм, когда мы отрицаем другие нации. Это не совсем верно, это похоже на фашизм, это нацизм. А национализм – это создание… Это, Ага. это идеология, что направлена на разжигание национальной вражды, принижение других Нацизм, наций. еще раз говорю, нацизм. А здесь национализм. Это когда государство Независимость народа. образовывается. Так, пожалуйста. Это движение за независимость народа. Движение за независимость народа. Скорее всего, это Нет. объединение государства по национальному признаку, ребят. То есть, например, когда-то давным-давно, допустим, у нас не было, допустим, возможности объединить страну в национальный признак. Вот вы вспомните историю Казахстана. Из истории Казахстана вы можете сказать, как давно, например, наше государство стало национальным государством? Ведь долгое время на протяжении Средневековья это были государства тюрков, тюркского каганата, западно-тюркского, карлукское, агузское государство. Так ведь? Да, И только Да. с конца 15-16 века у нас уже образовалось единое казахское государство, о котором мы говорим, что тут собралось национальное государство по признаку. Все эти термины мы сегодня разбирать будем, но моя задача сегодня вам не только раскрыть эти термины, но и рассказать, что все эти политические идеи, которые мы сегодня с вами разбираем, делятся на правое и левое крыло. Может, кто-нибудь помнит, что такое левое и правое крыло? Угу. Если нет, ребят, мы начинаем повторять же это все, повторяем. Обратите внимание, все, кто выделены красным, значит, слова, выделенные красным, это все представители левого крыла, а представители правого крыла у нас только одна политическая идея, одно политическое течение, и она выделена синим цветом у вас. Попробуйте догадаться теперь, кто сидит по правую сторону от короля, а кто сидит по левую сторону короля. Есть догадки? По правую сторону сидит человек, что близок к королю и помогает с большинством деяний. Обратите внимание, почему их мы так называем? Когда-то давным-давно была заведена традиция. Все, кто сидели по правую сторону короля, это были его действительно помощники, и те, которые действительно поддерживали его политику. И сейчас они, в принципе, точно так же мы различаем, но называем их правое или левое крыло. Люди, которые хотели перемен, были в чем-то недовольны, хотели каких-то революционных изменений, были представителями левого крыла политических течений. И к ним относятся социализм, демократия, национализм, либерализм. Теперь понятно, что такое левое крыло и правое крыло. Перемен хотели и в основном революцию вели в основном вот эти 4 красных выделенных у нас левого крыла. Обратите внимание, что демократия прежде всего это свобода слова и выбор народа. Народ выбирает себе власть сам. Национализм – это объединение людей с одной нацией, языком, культурой, религией, историей, географией. Либерализм. При либерализме, кстати, могли допустить монархию, но при этом ограничить его власть, дать свободу слова всем, ограничить власть церкви и государства. При социализме большую роль играет власть рабочих. Рабочие как раз будут командовать всеми средствами производства. То есть вот этот лозунг «заводы рабочим, земли крестьянам» – это вот как раз и социализм. И марксизм. Они считают, что невозможно добиться равенства, пока существует частная собственность, и поэтому они переработали экономическую формацию, то есть, другими словами, они захотели полного уничтожения буржуазного общества и построения именно социализма. Это мы будем с вами видеть в СССР уже в 9-10 классах. Теперь обратите внимание на карту. Здесь карта как раз тех революционных событий в Европе 1848-49 годов. Какой вывод можно сделать? То, что революций было очень много. Да. Как вы думаете, что подтолкнет в один год, в течение одного года, 48-х, ну частично половину 49-го года мы возьмем, что подтолкнет все эти страны, Испанию, Францию, Англию, Италию, Австро-Венгрию, Германию, на то, чтобы вот народ поднялся? Какие идеи могут подтолкнуть? Почему это так вот вспыхивает внезапно и охватывает практически всю Европу?
Угу. Ну, какие примерно проблемы могут быть? После разгрома Наполеона. Угу. После разгрома Наполеона станет вопрос о чем? Вы правильно мыслите, только мысли до конца надо доводить. Угу. Как будет развиваться Европа? Правильно. Ну и при этом смотрите, как будет развиваться Европа, какие права получат все слои населения в каждой этой стране. И мы с вами сегодня, наша задача определиться вот во Франции, в Италии, в Германии, какие идеи преобладали. Для этого, ребята, чтобы нам изучить, какая же политическая идея преобладала в данной стране, мы с вами делимся на группы. У нас с вами в публикациях, обратите внимание, видите, раздаточный материал уже имеется. Италия, Англия, Франция, Германия уже есть. Так, команды у нас 3 победителя. 3 победителя определяют и выбирают себе сами канал, прописывают здесь мне, кто же в конце вашей в команде будет сидеть. Так, это у меня кто? Дильназ, да? Это у меня Ян, да, по-моему? И результаты. Дильназ, Аян и Дильназ, Алишер. Ага. И еще один человек, давайте возьмем, кто у нас еще был самый первый у нас, давайте был Искандер. Искандер выбирает себе команду. Давайте разберемся. Итак, у нас 4 страны: Франция, Германия, Англия, Италия. Что нужно сделать? Нужно в первую очередь разбиться. Я открываю один раздаточный материал и объясняю им, что нужно сделать. Все следим? Да. Угу. Ребят, я отпущу вас чуть пораньше, но переменку заберу, хорошо? Хорошо. Угу. Теперь обратите внимание, у вас есть диаграмма, вы видите ее, да? Вы видите, какая часть преобладает здесь? Демократы. Демократы. Так, теперь демократы. Теперь опираясь на данные демократы, то есть уже видно, что какая политическая идея преобладала. Вот в Англии преобладала демократическая идея. Теперь вам нужно вот по данному алгоритму найти цель революционеров, посмотреть, какова была их точка зрения на положение их прав и каких перемен они хотели, предположить, какую идею они выбрали. Вот вы сейчас выбрали демократию, вам нужно здесь доказательства найти, что это действительно демократия. То есть по тем требованиям, которые они хотели сделать, да, привести в жизнь, мы можем, в принципе, доказать, что это именно демократия была. И сформулировать вывод. Вывод о том, какая идея влияла, здесь была основная при революционных событиях 1848 года в Англии. Задание ясно? Да. Хорошо. Точно, только сейчас, в течение 2 минут, сейчас мне в группу, напишите, пожалуйста, беседу в нашу, напишите, пожалуйста, значит, напишите, пожалуйста, мне, кто в какой группе будет работать. В течение 2 минут. Мы выбираем или они сами? Вот командиры, которые победили, у вас есть право набрать себе команду. Хорошо. Напишите мне, кто какую страну выбрал и сколько времени вам дать. Я, скорее всего, 2 минуты даю на собрание группы и 6 минут на заполнение листа. Так, Искандер, какую выбрали страну? Сейчас подумаю. Ага, быстрее только пишите. Францию возьму. Давай, Искандер, Францию. Все, Искандер уже этот листочек заполняет. Дильназ, вашу команду я вижу. Ваша команда, группу какой выбирает листок? Франция уже занята. Я-то написала Италия. Италия? Да. Все, я вижу, после Бекарыс Италия. Все. Так, следующая группа еще. И мы еще Махжана возьмем. Хорошо. Запишите себе, что Махжан уже занят, а то сейчас будут его искать.
Нет, я впервые написал. Ну все тогда, блин, да. Малжану забрали. Так, все, Малжану забрали. Он первый, кто написал. Все. Так, Нурай, у тебя Хадиша, Жанжипес. А что так мало? Я еще дополню. Давай. Так, Англию взяли. Итак, Англия, Франция, Италия. Осталась Германия. Кто у меня еще остался? Руководители. Алишер остался. Угу. Я еще никого не набрал, так что... Угу. Алишер, ну как никого не осталось? У нас 20 человек в группе. Алишер, набирай свою команду. Я уже... я быстро. Я не вижу четвертую группу. Так, время 5 минут достаточно будет? У нас Турер из нашей группы вышел, перешел к Алишеру. Хорошо, ребята, самое главное, чтобы вы мне все карточки сделали. Италию, хорошо. Францию, Англию и Германию. Я не вижу, кто Германию взял. Пропишите мне в чат, я жду. Я же отмечаю, кто у меня работает, кто нет. Так, Алишер. Алишер, пока что я, Аян и Турар. Турар же у тебя во Франции. Перешел транзитом. Хорошо, Перешел. я поняла. Все хорошо, Германию вижу. Ребята, с этого момента 6 минут вам даю. Отвечаем мне только по алгоритму. Начнем с Франции, потому что Франция была первая группа, сформировалась. Так, Францию. 6 минут идут. Почему в документе только 2 человек? Искандер и Алихан. Я таблицу читаю. Хорошо. Четыре минуты. Извините, а в чем заключается наше дело? Просто я прослушал, когда Так, у собирался. вас внутри текста есть ответ, как предоставить алгоритм предоставления ответа. Я тебе сейчас его на экране показываю. Ребята уже, видите, написали ответ. Вот смотри, алгоритм предоставления ответа. Найдите цель революционеров. Дальше. Какова их была точка зрения, их требований, каких перемен они хотели. Дальше. Из всех этих политических идей вы должны определить, какую политическую идею они преследовали, ну, как бы были поклонниками какой идеи. Это либо социализм, либо марксизм, либо либерализм, либо национализм, либо демократия.
и должны, соответственно, доказать, что именно эта идея, и сформулировать вывод, какая революционная идея больше всего влияла на революцию в той стране, которую вы выбрали. Три минуты. Ребята, будьте готовы через 1 минуту 30 секунд. Сорок секунд. Можете устно, можете письменно, но по схеме, которую я вам дала. «20 секунд». Искандер, здесь просто предположите, какую идею либералы, да? Хорошо. Докажите, что либералы. Либералы-демократы. Так, время. Вывод сформулируйте мне, пожалуйста, устно тогда уже, да? Так, готовы? Можно еще, пожалуйста, минуту? Времени нету, ребят. Я же вас еще и пораньше хотела отпустить. Хорошо. Переменку я вас забрала. Э, Так, кто отвечает? Давайте Давай. Алихан первый прочитает. Так, Алихан, пожалуйста. У вас Франция, и отвечаем, пожалуйста. Цель революции во Франции. Алихан готов? Да, Пожалуйста. усилившие противоречия внутри французской финансовой аристократии, сосредоточившие после июльской революции 1830 года власть в наших руках и торгово-промышленных, власть в своих руках в торгово-промышленной буржуазии, окрепшей в ходе промышленного переворота и добившейся участия в руководстве государственными делами. Вострившийся Алихан, подожди, тебе нужно своими словами. Вот что ты понял своими словами? Вот цель революционеров. Все очень просто. Вот ты правильно сказал, что это кризис политической и социальной реформы, кризисная ситуация, потому что буржуазия открепла, и она нуждается, что? Для расширения своей торговли ей нужны преобразования, политические и социальные реформы провести.
А та власть, которая сидит, эти реформы не проводит. И цель революционеров какая? Провести данные реформы. Алихан, слышишь меня, нет? Да, да, слышу. Хорошо, все, Давайте я здесь... скажу. Давайте. Ладно уже. Цель революционеров это было проведение политических и социальных реформ, чтобы можно было а, а, делать выборы и выборы своего правителя. Хорошо, хорошо. Что конкретно они хотели? Вот каких конкретных перемен? Как они хотели достичь этих реформ? Что им нужно было сделать? Вот у тебя второй вопрос, их точка зрения. Они считали, что нужно было всеобщее избирательное право для мужчин достичь 2021 года. 21 Ввести года. декрет о праве рабочих на труд и вести борьбу с безработицей, создавая национальные мастерские. Хорошо. И если мы говорим, что это избирательное право, что это равенство прав, то какая политическая идея здесь намечается? Какая политическая идея? То есть какие политические партии были наиболее активны во Франции? Ребят, Искандер, ну написали, Алихан да? сейчас должен ответить. Так, подключайтесь. У вас с микрофоном что ли, Не слышу я Искандер. Кого я должна? Диаса услышать или кого? Ладно, давайте я скажу опять. Они либералы и демократы. Почему именно либералы-демократы? Исходя из каких выводов вы сделали вот такое предположение? Так как они хотели заменить абсолютизм парламентским строем. Отлично. Хорошо. Еще? И добавить выборы. Добавить выборы. Другими словами, обратите внимание, они хотели свободу и равенство прав. Чаще всего буржуазия хочет, как либеральная, это защитить частную собственность свою, да, свои интересы защитить. И поскольку они не могли пробиться к власти, то они говорят, что нам нужно установить республику, которая им позволит с помощью выбора выбрать себе такое правительство, которое будет прислушиваться к их мнениям. Вот поэтому либералы и демократы. Хорошо, согласна. Как вы сами себя оцениваете? Справились ли вы с заданием? Где-то 6 из 10. 6 из 10. Хорошо. Почему такая критическая оценка? Скажите мне, пожалуйста. Времени не хватило, и мы немного плохо ответили. Хорошо. У нас 7-3 было, там Куаныша на уроке нету. Так, Куаныша нету. Хорошо. Заотметила себе. Так, Диас, ваша задача до следующего урока довести этот алгоритм до хорошего, полного ответа. Я еще буду выспрашивать у вас, хорошо? Так, вторая группа у меня была. Девочки, Дильназ, по-моему, твоя группа была. Да. Пожалуйста. У вас Франция? Ой, и у вас Италия, по-моему. Да, у нас Италия. Так, я надеюсь, пока мы разбирались, у вас было время побольше, и вы мне очень быстренько ответите. Хорошо, слушаю вас. Так, кто вот у меня здесь уже играется? Какие-то буквы появились ненужные. Первый вопрос. Найдите цель революционеров. Италия на протяжении долгого времени была раздроблена страной, и наполеоновские войны дали толчок росту национального движения. Главной целью революционеров было объединение страны. То есть главная цель какая будет тогда, по идее? Объединение страны, молодцы, хорошо. Точка зрения, для чего им нужна была это объединение страны? Каких перемен они хотели? Италия оставалась раздробленной более 1000 лет, даже некоторая часть Италии была под властью Австрии, и революционеры хотели, чтобы Италия освободилась и стала сильной страной. Они хотели формирования правительства, принятия конституции и равных прав для народа. Молодцы. И понятно, что, исходя из этого, вы правильный вывод делаете. Я вижу, что вы выбрали национализм. Их главная идея – объединить. Они думали, что все их проблемы связаны с тем, что страна очень раздробленная. Именно поэтому очень плохо живут
простой народ, буржуазия не может наладить торговлю. И все это мешало, вот эта раздробленность мешала. И поэтому правильно вы вот здесь сделали выводы, что главной целью и политической идеей здесь был национализм. Хорошо, вывод, пожалуйста. Кто? Италия всегда была раздробленным государством. Почему они были легкой добычей для сильных государств? Как и сказали ранее, наполеоновские войны были толчком для национального движения ради объединения страны. Необходимо было освободить и объединить страну, поэтому и началась революция. Так, умнички. Здесь прям вот ничего, ни лишнего, ничего такого этого нету, да? Нет, тут единственное, кто-то баловался у нас здесь. По-моему, я даже знаю, кто. Бекарыс, да, у нас, по-моему. Так, а как сами себя оцениваете? Смогли справиться с этим заданием? Это и есть вывод, его не надо дополнять? Нет, его дополнять не надо. Это и есть этот ваш вывод, правильно он сделан, то есть собственная версия влияния. Здесь все правильно. Хорошо. Есть ли у нас время на Англию? Так, девочки, мальчики, посмотрим, что у вас получилось. Так, капитаны Англии. Да. Пожалуйста. Так, распределите ответы, начинаем работать. Сейчас чуть-чуть закончим, хотя бы 3 страны успеем. Найдите цели революционеров. Их целью было, изменение политического устройства страны так, как хотели сами рабочие, с помощью реформ. Также они требовали, чтобы власти ввели тайное голосование на выборах. Также они хотели иметь полное избирательное право для мужчин. Также они требовали, чтобы им улучшили условия жизни и условия труда рабочих мест трудящихся. Да, на самом деле. Вспомните, пожалуйста, про Англию, почему именно это движение так приобретает. Вспомните, что в Англии был самый первый промышленный переворот, очень много было рабочих, помните? Поскольку в основном промышленной индустрией они занимались, очень много рабочего класса, то есть в основном права для рабочих требовали, да? Хорошо. То есть ты ответила и на первый, и на второй вопрос. Так, давайте переходить к третьей. Так какая же политическая идея толкнула их на перемены? Их идея была демократия, потому что рабочие требовали всеобщее избирательное право для мужчин и тайное голосование на выборах. А также на данном графике мы можем видеть, что большую часть идей левого крыла занимают демократы. Все верно, хорошо. Ну и вывод, сформулируйте мне вывод, и мы завершим. Так, сумела ли эта революция добиться определенных побед? Так, ну кто у вас за вывод отвечает? Ребята, что за это молчание в эфире? Майя, ты за ответ отвечаешь, да? Так, Нурай, кто отвечает у тебя? Джанжитбес? Вывод. Нет, я на первый вопрос ответила. Вывод, смотрите, вывод во всех странах, вот интересно, что мы не обратили внимания, но вот здесь у них есть. Ни одна революция, ни в одной стране, она как таковая не завершилась удачной. И к следующему уроку я вас буду дополнять, спрашивать, почему революционное движение, которые начались так быстро, так хаотично, так повсеместно по всей Европе, не завершились удачным завершением для революционеров, потому что революция была подавлена. То есть этот вопрос я вас буду спрашивать. Германия, которая осталась, можно у вас просто один вопрос спросить? Германия, а какая идея у вас политическая была? Алишер, Аян Турар.
В Германии какая политическая идея? Хорошо, мы начнем. Хорошо, мы начнем. Для начала, для уточнения, я скажу, что в те времена Германия являлась раздробленной страной. Поэтому первоначальной и главной целью прусских революционеров стало объединение Германии. Германия в те времена делилась на либерастов, тех, кто поддерживали свободу слова, и на тех либералов, тех, кто поддерживали свободу слова, и на тех, кто придерживался старых законов. Во-первых. Король Фридрих Вильгельм IV обещал принять Конституцию, созвать учредительное собрание, разрешить свободу слова. Хорошо, и? Созданное учредительное собрание отменило феодальные повинности прусских крестьян, во-вторых. Хорошо. Вывод. Политическая идея какая? Вывод такой. Несмотря на попытки объединить Германию, из-за короля Фридриха Вильгельма, а также вызванных других сложностей, Германия осталась раздробленной страной, и революционные идеи не получили успеха, да? Да. А какая политическая идея им двигала? Вот прослушала, может быть, я, или вы все-таки сказали? Социализм, марксизм, либерализм? Революционеров? Да. Либерализм. Но они хотели объединить Германию и разрешить свободу слова народу. Так, ну, значит, не либерализм, а какая идея? Если объединить страну, это главная задача. Объединить страну по национальному признаку. Создать национальное государство. Национализм. Ребята, вы выполнили из 4 3 верных, но вывод политическую идею сделали неверно. Хорошо? Обратите внимание. Все, ребят, я обещала вас немножко пораньше отпустить, но не отпустила. Я извиняюсь, это моя вина, я увлеклась. Так, домашним заданием будет дополнить эти раздаточные материалы более полными выводами. Вы сейчас торопились, у нас в рамках 20 минут, но вы со всеми задачами у меня справились. Ваша задача, нужно будет посмотреть вот именно влияние всех этих политических революционных идей и почему все эти события историки называют весной народов. То есть, соответственно, для того, чтобы ответить на эти 2 вопроса, которые сейчас у вас на экране, вам нужно еще прочитать учебник. Вы сегодня молодцы. Я чуть позже отправлю вам результаты Кахута и результаты работы класса. Хорошо? Хорошо. Ребята, молодцы. Большое спасибо за урок. Жду всех на следующем уроке без опоздания. Домашнее задание, как обычно, пропишу объявление. Договорились? Да. Хорошо. Молодцы, спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.